Рахмат. Мага көп экскурсияга студенттер, анан көп жаш балдар келет да, анан бир 2-3 жыл болуп калды. Мектеп окуучулары келип, Элбереже, мен УКМКнын кызматкери болот элем деп, конторский болот элем деп айтып атат да. Анан ушуну сурап бериңиздерчи, что нужно, чтобы стать сотрудником ГКНБ? Ошол окуу жайына тапшырса, критерийлер кандай деп сурап берилечи деп сурады эле. Эльвира Джералбековна, ну у нас вступительные... Отличником должен быть он, хорошо вести себя, родители, чтобы не судимые были, да? Вот я да, это, получается, эта процедура своя есть. Получается, если желающие, ну, после обучения, после 11 класса. Да, 11 класса. Ну, соответствующим образом они подают документы, проходят соответствующую проверку и потом дальше процедурно по сдают каким-то экзамены. предметам он должен быть там отличником, ударником, может физкультура, помимо того, что есть математика, гуманитарные науки, какие-то отличительные черты предметы должны быть? Ну, это, в принципе, если отличник или ударник, это хорошо, конечно. Я же говорю, что процедурно есть свои требования, подают документы, потом проходит там приемная комиссия идет, сдают зачеты. А может быть, ваш сотрудник знает критерии, если вы с академии? Просто чтобы сейчас это ребята услышали. Сейчас много кто хочет работать в службах ГКНБ. Вот критерий отходит старый, Балдар Уалсон, да? Здравствуйте. Сотрудник ГКНБ Лагандиев Нурлан. Критерии отбора, получается, они расписаны в законе об органах национальной безопасности, статья 23. Там, получается, указан исчерпывающий перечень. Среди основных это отсутствие судимости. У родителей и у родственников? У него самого, в первую очередь. У родственников, у него самого и их близких родственников. Далее, наличие гражданства Кыргызской республики. Получается, по медицинским показателям, чтобы он соответствовал, был здоров, по физическим, по моральным качествам, чтобы, получается, он соответствовал. Потому что на сотрудника ГКНБ возлагаются специальные обязанности, отличающиеся от военнослужащего. Психофизическая выносливость. Так точно. Вы какой-то тест там они проходят, зачеты да? проходят. Зачеты, ага. Да, по физической подготовке. Далее проходит специальный отбор по документам. Физическое, медицинские показатели. По школьным предметам какие-то есть там дополнительные Да, получается, критерии? аттестат должен быть выше, оценка должна быть выше среднего. Далее, получается, вступительные экзамены, вот, результаты ОРТ должны быть тоже. Там минимальный Министерством образования установлен балл, он должен быть выше этого балла. Ну, основные критерии вот вот как на бюджетные организации поступают, высокие баллы, вот это какой-то порог он есть, да? Вы просто сейчас не помните сколько, да? Да. Ну вот в статье 23 закон о свободном обращении есть, они могут посмотреть, там указан исчерпывающий перечень. Вы прям продиктуйте сейчас, куда дети должны посмотреть. Да, статья 23 закона об органах национальной безопасности. Все, спасибо большое. Рахмат.